Как развивать туристическую сферу? Какова роль государства в поддержке турбизнеса? И какие первые шаги в новой должности будут предприняты новым главой ведомства? Обсудим эти и другие вопросы с министром туризма Абхазии Астамуром Логуа. Астамур, добрый день. Здравствуйте, Белла, здравствуйте. Рада поздравить вас с новым назначением. Спасибо большое. Сегодня прошло представление ваше президентом, главой государства, коллективу. Скажите, как вас воспринял коллектив? Были ли там знакомые люди уже к тому моменту? И, скажем так, с каким настроем вы приступаете к работе? Да, спасибо большое за вопрос. Коллектив мне знаком, и думаю, что достаточно хорошо знаком. Так сложилось, что мы дружили. И в бытность работы в парламенте с Министерством туризма какие-то вещи поддерживались нами, как законодателями. Поэтому мне коллектив знаком. Конечно, есть вещи, интересные проекты, которые реализовывал коллектив, министерство все это время. У меня настрой такой: поддержать все то, что было правильное, хорошие начинания, но в том числе, как новый руководитель, имею какие-то свои видения на те или иные вопросы, направления, которые можно было бы чуть-чуть использовать другие подходы. И, как мне кажется, каждый день меняется время, надо успевать идти, скажем так, правильно, да, скажем так, и делать какие-то вещи, которые нужно именно сейчас реализовывать в Абхазии. Потому такие проекты есть. Надеюсь, что с коллективом вместе решим. Да, вы сказали, что у вас есть видение некоторых вопросов. Действительно, да. Тем более у вас такой опыт законотворчества, да. Вы были в парламенте, работали над законопроектами. Вот много говорят о необходимости принятия закона о туризме, изменения каких-то моментов. Вот, в частности, меня интересует, скажем, какие рычаги можно, скажем так, создать, да, и использовать для поддержания туристического бизнеса людей, которые занимаются развитием туризма здесь внутри, в Абхазии. С большим удовольствием отвечу на этот вопрос. На мой взгляд, он немножко широкий, и если можно, да, вот расскажу свое видение не только о законе по туризму. Он устарел, безусловно. Об этом говорят уже очень давно. Попытки принять новый закон были и в 6-м созыве, в котором я работал, но, как-то не довели это до конца. Что мы будем конкретно менять? Я хотел бы вернуться, знаете, еще вот к чему. Это такое слово, которое может кому-то не понравиться, опять разговоры и так далее, но мне кажется, все-таки нам нужна выверенная, четкая концепция на 20, 30, 50 лет развития туризма в Абхазии. Какой туризм мы хотим видеть в Абхазии в краткосрочной перспективе и в долгосрочной. Тут же я хочу напомнить, что любое руководство Абхазии всегда говорит о том, что мы должны стремиться. Какая у нас страна? Да, она полутуристическая, полуаграрная. Мы немножко об этом иногда забываем, хотя говорим о том, что надо сделать так, чтобы эти два сектора экономики коммуницировали. Да, коммуницировали. То есть сельское хозяйство и, туризм, да. Но у меня есть вот одно из направлений, которым хотелось бы и поделиться с друзьями, с зрителями и с вами в том числе. Это, развитие сельского туризма в Абхазии. По-разному его называют, там есть небольшая разница между агротуризмом и сельским туризмом, однако, в принципе, это одно и то же. И посмотрите на географию Абхазии. Наши села расположены очень близко к морю, у нас маленькая страна, и думаю, что это будет очень интересно, когда наши гости будут приезжать и отдыхать в абхазских или армянских, или русских селах на территории Абхазии. Более того, закончу эту мысль тем, что недавно руководство республики поддержало, вы знаете, да, наверное, проект ребят, которых занимаются чаеводством. Да. Например, почему бы в селе Кутол не приехать нашим туристам, которым было бы интересно понаблюдать за производством, может принять какое-то участие в работе этого производства на время своего пребывания в таком красивом селе, как Кутол. И таких сел у нас много в Абхазии, где где-то развито пчеловодство, где-то развито виноделие,
где-то гончары, кузнечное дело и так далее. И, как мне кажется, это будет очень интересно нашим гостям, которые приезжают в Абхазию не только за морем, но и за культурой. А сейчас очень модно, значит, отдыхать. Во всем мире эта практика развивается, и в Российской Федерации. Я вот последние 2-3 недели изучаю это. Значит, с 70-х годов в Европе начал развиваться сельский туризм. Но сейчас он процветает, значит, в Европе. Но есть великолепные примеры и на территории Российской Федерации, как это организовано. Я вообще думаю, что мы соберемся как-нибудь и съездим, посмотрим вживую, как организовано это в России, и будем перенимать лучшие практики. Ну, на самом деле видов туризма много, Ну, и эти виды соприкасаются где-то с сельским хозяйством, где-то с другими отраслями. И все вот в чем и сложность, да, проблемы в том, что чтобы развивать туризм, база должна быть тоже развита, да, Ну, для конечно. развития туризма. То есть это и сельское хозяйство, и там логистические какие-то вещи, экономические какие-то вещи, инфраструктурные вещи. Абсолютно. Поэтому вопрос, наверное, решать вот надо Комплексно, в комплексе, да, конечно. и это самое сложное. И начинать надо с чего-то. Начиная, как бы, с одной стороны, надо подтягивать другое. Вот как вы будете с этим справляться? Ну, вы знаете, Тем более, вы говорите, надо соответствовать современным требованиям, конечно. Изменчивости мира и так далее. Конечно. Я бы вообще вернул нас немножечко назад, в совсем послевоенные годы, когда только-только люди молились и мечтали увидеть тех туристов, которые приедут, отдохнут в Абхазии. Поэтому у нас все получилось, и, слава богу, туристический поток в Абхазию растет. Я очень надеюсь, что вот эти все новые направления, о которых мы говорим, во-первых, хочу верить в то, что население нас поддержит, а я планирую встречаться с людьми прямо в селах, объяснять, разъяснять свое видение по этому направлению. И думаю, что мы справимся. Я думаю, что все у нас получится. Самое главное, что и это должно принести пользу нашему населению. Я задавала вопрос по поводу того, какие рычаги и какая помощь возможна от государства, скажем, людям, которые занимаются туристической сферой. Вот как вы видите, с учетом того, что вы действительно знаете законы, да, что там у нас, где слабое место проседает, и как вот можно сделать действительно, как можно поддержать людей, которые вот хотят этим заниматься. Одни говорят, что это очень быстрый эффект, но рынок меняется, где был эффект, может его уже и не быть, могут быть востребованы другие вещи. Вот. Да, конечно. Вы знаете, вы вот этот вопрос задали, но он связан с людьми в первую очередь, да, и с проблемами, которые существуют. А разве не только с государством в том числе? Безусловно. Я об этом и хочу как раз сказать, что государство, мы как центральный орган, да, регулирующий эту деятельность, будем стараться поддержать наших людей в любом виде. Но что касается развития конкретно туризма, вы знаете наверняка, что есть программа Министерства экономики, которая вот субсидирует, поддерживает небольшие бизнес-инициативы наших граждан. И мне кажется, это великолепная программа, которая с каждым годом фонд ее растет, и новых каких-то, значит, бизнес-инициатив мы поддерживаем больше. Мы, когда я говорю о государстве. Но, еще раз повторюсь, если мы будем говорить о сельском туризме, то, значит, и Минсельхоз, который поддерживает сельскохозяйственные программы, вот, например, как вчера на заседании Кабинета министров, точнее, сказали, что поддержали ребят, занимающихся чаем в селе Кутол, да, им выделили субсидию, но в то же время государство, вот обратите внимание, значит, заключило контракты с этой компанией, и теперь их продукция, чай, точнее, силовики, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Государственная служба охраны, даст Бог, и наши районы, города пойдут по этому пути и будут закупать. Вчера объявляли, если не ошибаюсь, 2 с чем-то миллионов. Это первый контракт, который вот подписан благодаря вот позиции руководства, значит, с нашими внутренними, госорганами, покупателями, да. И вот такими именно проектами и вещами, я думаю, нужно поддерживать
своих людей, своих производителей, и я думаю, что все у нас получится. Ну, по крайней мере, мы будем стараться все это делать. Я так полагаю, что вы сейчас находитесь как раз на этапе вникания, скажем, Конечно. изучения всех вопросов. Сезон практически начался, времени совершенно мало, и в этом тоже сложность сейчас, скажем так, вашей личной ситуации. И интересно, вопросы, которые... Тот же пляжный туризм, да, готовность к туристическому сезону. Вот эти вещи, которые уже как бы засучив рукава, надо вовсю Мы делать. прям с завтрашнего дня наметили, значит, какие-то инспекции по районам, по, значит, местам, тем же пляжам, дороги. Надо на все обращать внимание. Я сам живу в Сухумском районе, и есть вещи, которые вот с удовольствием будем подсказывать друг другу и работать с главами районов. Ну да, кстати, того, чтобы надо же работать с местными администрациями, со всеми, да. И с владельцами, скажем так, туристических объектов, да? государственных, Да. частных, без разницы. Турист не выбирает, где ему отдыхать, в государственном объекте или в частном. А мы должны сохранять свое лицо, все должно быть красиво, презентабельно, соответствовать времени. Опять же, еще раз повторюсь, время быстро летит, и надо вот стараться, значит, быстрыми шагами догонять, где-то вот быть рядом с новыми веяниями. И для того, чтобы это было презентабельно, чтобы турист, который к нам едет, хотел приехать еще много раз к нам в страну. Ну, о готовности пляжа, если говорить, вот у нас был Тенгиз Сабуа, представитель ГИМС, говорил о том, что только к 5 числу, 5 июня, откроется в Гагарском районе пляжи, там, в Пицунде, а уже чуть позже, только 10-го, там, в Афоне, в Гудауте, там, и в других местах, только с 10 числа, и сказал о том, что не так много территорий пляжных готовы к пляжному сезону. И это тоже такой момент достаточно напрягает. Еще и готовность в чем заключается? Не только в приведении в порядок, но и обеспечение безопасности людей, которые вот заходят в море, там отдыхают. Вот, отдыхают на пляже, имею в виду. И это спасательные станции, непосредственно кадровый потенциал людей, которые задействованы там, не знаю, вот на этих спасательных станциях, да и вообще там в МЧС даже, говорят, нужны кадры для водолазов и прочее, прочее. Ну, много, опять-таки, сопряженных проблем. Вот эти вещи, как вы видите их решение? Еще раз, с завтрашнего дня прям окунаемся в эту работу. Я хочу сказать, что у меня есть друзья, которые занимаются, имеют собственные пляжи, да, так скажем, достаточно популярные как среди туристов, так и среди наших жителей. И я знаю, что их подготовка началась уже давно. И они практически приведены в идеальное состояние. Каждый год люди добавляют что-то, делают еще более интересным пребывание наших гостей на пляже. Это первое. Второе, вот когда вы сказали о пляже, сейчас не буду называть объект, это будет некорректно, но прям соседи вчера подходили и говорили, что он находится в центре, рядом с набережной и так далее, большая парковая зона. И вот люди жалуются, что там не очень-то презентабельно. Просят обратить внимание. Да, просят обратить внимание. И вот сегодня уже с коллегами обсуждали, что завтра, пока вот в таком... Хотим посетить этот объект, познакомиться с руководством и как бы намекнуть на то, что пора уже... Сезон начинается, чтобы все было приведено в соответствие. Ну, может быть, я сейчас так предполагаю, обычно все объекты хотят хорошо работать, привлекать туристов и своим презентабельным видом, скажем так, на своей территории. Возможно, это все упирается в кадровые вопросы. Кстати, вот кадровые вопросы в туристической сфере. Насколько вы в курсе вот тех, скажем так, сложностей, которые есть в этом вопросе? Откровенно говоря, не хочу вас обманывать, не в курсе сейчас, но, как и везде, наверняка есть какие-то проблемные позиции, которые хотелось бы восполнить. И по этому поводу вчера было премьер-министром озвучено на заседании Кабинета министров, что мы составили, каждый руководитель ведомства, некий запрос, какие кадры нужны по направлениям. Наши партнеры в Российской Федерации готовы поддержать любое ведомство, любыми специалистами, точнее взять лимиты, учеба и так далее по подготовке кадров конкретно, которые нужны
перспективе как краткосрочной, так и долгосрочной. Ну вот, кстати, ваши намерения по поводу взаимодействия с российскими партнерами, фирмами и так далее, и так далее. Есть ли какие-то наметки или какое-то ваше видение вот этого сотрудничества? Потому что в туризме без сотрудничества никак. Мы, безусловно, благодарны всем крупным туроператорам, которые занимаются продвижением Абхазии, которые привозят нам большое количество гостей, с каждым годом это количество растет, и это безмерная вот благодарность, поддержка наша, мы это никогда не забываем. Но есть какие-то вещи, которые, наверное, пришло время обсудить, поговорить, потому что мне не хочется сегодня с проблем начинать, но в обществе звучат какие-то вопросы, по-разному их формулируют, кто-то называет это демпингом, кто-то еще чем-то, будем совсем разбираться. Но это к вопросу о конкурентоспособности наших объектов. Да, надо друг другу помогать. О нишевых, скажем так, объектах. Каждый должен занимать какую-то, наверное, нишу свою. Но мы хотим этих туроператоров попросить, опять же, поддержать нашу страну и вот расширить свою работу с теми же отелями. Может быть, не только большие, но и маленькие, с маленькими отелями работать, чтобы конкуренция, но мы не можем себе позволить, еще вот ключевая вещь, конкуренция, конечно, мы ее поддерживаем, но мы не можем позволить большой сектор абхазской экономики, людей, которые занимаются туристической деятельностью, люди, которые на свои скромные возможности построили мини-отели, небольшие отели, чтобы снести все их труды на нет. Мы этого никому не позволим. Мы, наоборот, хотим поддержать и хотим вот какую-то работу выстроить для того, чтобы те туроператоры, которые нам помогают, еще больше нам могли помочь и расширили свое влияние в Абхазии, работали и с небольшими отелями тоже. Вот так бы я выразился. На самом деле, я сейчас просто хочу свое высказать. Мне кажется, что нужно привлечь к этому вопросу экономистов, потому что насколько это выгодно самим этим отелям и насколько это выгодно стране в конечном счете, потому что что получит страна, это важно. Это так, в качестве ремарки. Что касается остальных вопросов, например, о том, как будет строиться экскурсионный туризм. Это очень большая часть нашего, скажем так, сегмента туристического. И есть тоже свои вопросы там. Что вы предполагаете делать? Или как вы, может быть, в процессе опять-таки ознакомления и так далее, и так далее. Но я думаю, что основное вы знаете. Для меня в этом плане мало что можно нового услышать. Я знаю эту проблему, связанную с экскурсоводами. Знаю, что есть сообщество. У меня очень много друзей занимаются этой деятельностью на протяжении многих лет. Еще со студенческой скамьи мои однокурсники до сих пор содержат свои семьи, уже дети растут, занимаясь именно экскурсоводской деятельностью. И хочу вам сказать, что сегодня с заместителями как раз тему обсуждали, готовим на ближайшее время встречу с этим сообществом. Это граждане Абхазии, это абхазские налогоплательщики, это люди, которые содержат свои семьи. И мы их обязательно поддержим. Найдем форму, как это делать так, чтобы это выглядело в рамках закона прилично и существенно. Что вы думаете о перспективах этого туристического сезона? Важно знать, что дает, скажем так, право или что дает, какие причины есть для того, чтобы сказать то или иное мнение. Вы знаете, на мой взгляд, сезон должен состояться. Руководство Абхазии и руководство России, вы видите, на каком уровне происходят взаимоотношения. Наш президент уже даже трижды бывал в России. Я думаю, что вы видите то, как подается СМИ сегодня Абхазия в российских СМИ, и все это дает мне надежду на то, что сезон будет очень хорошим, и гостей у нас будет очень много. Надеюсь, что они уедут отсюда довольными.
По поводу цифр сказать не могу ничего, обманывать не хочу. И вообще, мне кажется, что нам надо поработать с статистикой. Потому как иной раз диву даешься, насколько разные цифры звучат от разных ведомств или учреждений, или СМИ по поводу посещения Абхазии. Мы должны себе сказать правду, какое количество гостей посещает Абхазию, что это дает Абхазии в виде налогов, в виде других платежей, и что надо сделать для того, чтобы количество увеличивалось. В этой связи мы хотим продолжить ту работу, которую прежнее руководство проводило, и надо отдать коллективу и прошлому руководителю должное, и представителям районных администраций, что они поставили на учет большое количество отелей, мест, гостиниц, которые не стояли на учете, и, соответственно, никакие платежи в бюджет Абхазии не производились. Мы эту работу продолжим, поддержим наших коллег в Министерстве по налогам и сборам, в районах, и я хочу, чтобы мы знали правду о количестве людей, которые посещают Абхазию. Для того, чтобы абхазское государство могло планировать завтрашний и послезавтрашний день. То, что статистика лежит в основе любого, Конечно. скажем так, дальнейшего действия, продвижения, развития, это понятно. Вы сказали, что в сфере туризма на самом высоком уровне придается значение. Недавно Владимир Путин буквально говорил о том, что вот мы хотим, чтобы туризм в Абхазии развивался. По его прогнозам 7% плюсом должно быть в этом году. То есть, да, он же озвучил, на 7% есть вероятность, что туристический поток увеличится. 7 для нас сакральная цифра, у нас 7 районов, 7 городов, и мы будем надеяться, что в этом году на 7% увеличится количество. И, кстати, туристов. Непосредственно действия происходят, в этом плане, чтобы люди были, скажем так, оперативно доезжали до наших мест. Это и открытие авиасообщения, и железнодорожного сообщения, поезд Диаскурия, скоростной. Вот эти вещи, они же тоже как бы логистика, они же очень еще как влияют. Но у нас есть такой момент еще, вот граница, там вот в этих вещах, которые я назвала, там этот момент как бы нивелируется, действительно людям там удобнее. Но большое количество пока еще тоже приезжают вот как с традиционным способом. А вы знаете, приезжают очень многие на своих автомобилях, потому как это в итоге выходит дешевле, чем купить авиа или ЖД-билеты. Зачастую так получается, потому автомобильный туризм очень сильно развивается в России, как бы сопредельных территориях. Поэтому, безусловно, мы рады. Аэропорт — это не просто развитие туризма, это развитие государства, это имидж страны, и мы безмерно благодарны нашим партнерам, коллегам, друзьям, всем тем, кто приложил руку для того, чтобы этот проект осуществился. Новый электропоезд Диаскурия вы, наверное, видели, какой он красивый, в каком стиле он разукрашен, как он называется. Все это надо отмечать. Это вот поддержка абхазской государственности в том числе. Потому что поезд, который направляется в Абхазию, называется Диаскурия. Значит, я вот разговаривал недавно с коллегами из Абхазской железной дороги и услышал хорошую новость, что готовится проект, что вот этот же электропоезд будет до аэропорта ходить, а в будущем и в города Чамчиру. Вот прекрасно, я думаю, новость. Астамур, ближайшие планы, кроме Редова, которых вы озвучивали, хотелось бы выяснить этот вопрос. Значит, завтра первое совещание с коллективом. Значит, завтра мы знакомимся с руководствами РУПов, которые в нашем ведении абхазском, Министерство туризма, это курорт Пицунда, Новоафонская пещера, пансионат Айтар, национальная туристическая компания. Надо познакомиться бы, услышать их видение, может, какие-то есть проблемы, чаяния, которые мы можем поддержать. И дальше, еще раз повторюсь, конечно, сезон начался, можно сказать. Мы будем стараться, не покладая рук, и днем, и ночью работать для того, чтобы мы чуть опаздываем, наверное. Но надеюсь, что все будет нормально.
И главное держать связь с людьми, которые непосредственно работают в туристическом бизнесе и много лет, и места размещения, и, не знаю, там разные сферы экскурсионные и так далее. Я, вы знаете, будучи еще депутатом парламента, никогда не обращал внимания, кто в каком округе живет, и принимал всех людей. А здесь это люди, которые строят, развивают туризм Абхазии. Двери нашего министерства и моего кабинета всегда открыты для тех людей, кому нужна наша поддержка, кто может нам чем-то посоветовать. Мы люди такие, что всегда будем внимать все, что нам говорят, и делать то, что может принести пользу для нашего государства и наших людей. Спасибо вам большое. Спасибо.